память о жертвах терактов и бойцах, отдавших свои жизни ради спасения мирных жителей, в школе номер 7 состоялось мероприятие, где собрались представители духовенства, общества ветеранов боевых действий «Воин», ученики и педагоги образовательного учреждения. Сегодня мы подготовили такое большое мероприятие, которое уже в течение 12 лет для нашего народа является бедой Беслана. Чтобы уберечь наших детей, предотвратить их от всевозможных терактов, каждый из года в год классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе говорят детям, что нужно быть осторожными со знакомством с незнакомыми людьми. Но эта проблема, она актуальна во все века, потому что истребить всех террористов невозможно. Кто их воспитывает, мы не знаем, но мы стараемся воспитать своих детей, чтобы они были патриотами нашей Родины. В ходе мероприятия были зачитаны лекции на тему противодействия терроризму. В частности, представители духовенства призвали помнить главные принципы традиционных религий, в которых любое насилие считается большим грехом и строго запрещается. Также напомнили, что террористы зачастую прикрываются какой-либо религией для оправдания преступлений, выдумывая свои законы и используя людей ради собственной выгоды. По словам настоятеля храма отца Владимира, террористы преследуют политические или экономические цели. Для защиты детей от негативных влияний и учений настоятель предложил вести духовное обучение в школе. По нашему глубокому убеждению, причиной роста экстремизма в 21 веке стал духовный и нравственный вакуум, образовавшийся в жизни народов. Для устранения этого вакуума сегодня недостаточно только церковной проповеди. Необходимо, чтобы духовно-нравственное воспитание присутствовало в системе образования и в средствах массовой информации. После просмотра документального фильма о событиях, произошедших в Беслане, память всех жертв террористических актов почтили минутой молчания. В современном мире проведение таких мероприятий стало необходимостью для того, чтобы люди помнили о том, что терроризм – это общая беда, у которой нет и не может быть национального лица и религии. Его жертвой может стать любой из нас. В данное время, поскольку на фоне обострения экономической военной обстановки, приобретает актуальность военно-патриотического воспитания. Очень много, скажем, жертв террористических актов происходит по той причине, что люди не готовы и не знают, как грамотно и правильно действовать в той или иной экстремальной ситуации. Поэтому очень остро стоит вопрос о подготовке детей, об их обучении, привитии навыков и умением действия в различных ситуациях, в том числе и при, скажем, угрозе террористических актов. По мнению специалистов, с терроризмом следует не столько бороться, а предупреждать о его возникновении. В создавшихся условиях, без поддержки общества, спецслужбы бессильны в борьбе с этой опасной проблемой. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма. Это лучшая профилактика экстремистских настроений. Авзал Исламгулов, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.